Просторные скамейки, удобные урны для мусора, беседки. Это тихий и уютный сквер Джабраил Янди вместе с друзьями облюбовали давно. Говорят, это отличное место для прогулок и отдыха в ясную погоду. Мы же в Москве учимся, а как приезжаем, каждый раз сюда приходим. Просто чтобы погулять, тут интересно. Один из самых красивых, наверное, благоустроенных, который из тех, что находится в Магасе. Пришли из центра Магаса, чтобы посидеть тут, потому что, как правило, людей бывает немного. Спокойно можно как-то в уютной обстановке посидеть, и никто не будет донимать. Сквер по улице Горчханова в Магасе благоустроен 3 года назад в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда». Это одно из 3 мест, выбранных для Всероссийского субботника, который запланирован 29 апреля на общественных территориях. Акция эта ежегодная. В рамках реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда», у нас, как и во всех регионах, стартовало рейтинговое онлайн-голосование с 15 апреля по 31 мая. Вот в рамках информационной кампании Минстроем России запущена акция о проведении всероссийского субботника во всех регионах. Данный субботник был запланирован на 22 апреля, но так как у нас 22 апреля подпадало под праздничные дни, от Минстроя России был получен положительный ответ о том, что нам дают добро перенести проведение данного субботника на 29 апреля. То есть в эту субботу во всех 9 муниципальных образованиях республики будут проведены всероссийские субботники. При проведении всероссийских субботников будут учитываться те общественные территории, которые благоустраивались в рамках реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды. К всероссийскому субботнику подключатся все 4 района и 5 городов республики, в том числе и Магас. Для субботников в столице выбраны 3 общественные территории. Это 2 сквера. Один из них расположен по улице Муталиева в 1-м микрорайоне, второй по улице Горчханова, а также аллея Отца, благоустроенная по проекту «Комфортная городская среда» в прошлом году. Эти достопримечательные места чаще всего посещают жители и гости столицы. Планируется участие сотрудников администрации города, подведомственных служб. Также призываю жителей принять активное участие в данном мероприятии, потому что в любом случае все это является благом не одного муниципального образования, а это благом всех проживающих здесь жителей. Поэтому для нашего комфортного пребывания было бы неплохо, если жители приняли бы это участие. В рамках субботника планируют собрать мусор, подмести, посадить и побелить деревья. Эко-акция проводится не только для поддержания чистоты скверов, парков, аллей, детских площадок, приведенных в порядок благодаря проекту. Такие мероприятия вовлекают больше людей для участия в рейтинговом голосовании, проводимом по проекту «Комфортная городская среда». Выбрать территорию, которую хотелось бы благоустроить на следующий 2024 год, может любой, старше 14 лет. Для этого нужно лишь зайти на сайт загородсреда.ру и проголосовать. Для того, чтобы отдать свой голос, ему необходимо зайти на сам сайт и авторизоваться через портал госуслуги. Но также у нас имеются волонтеры, у которых есть свое приложение, и они ведут опрос среди жителей и собирают голоса. Они могут уже собирать голоса по номеру телефона. Когда вписывается номер телефона, проходит сообщение от госуслуг с 4-значным кодом. Этот код вписывается, и они выбирают, за какую территорию проголосовать. Всероссийский субботник в регионе начнется с 9 утра и продлится до обеда. Поучаствовать в нем может любой желающий, как и выбрать места для благоустройства на следующий год. Всего в Ингушетии на онлайн-голосование выставлено 53 общественных территорий в 9 муниципальных образованиях республики. Из них будет отобрано 39. Это улицы, парки, скверы. Все они будут приведены в порядок в 2024. Голосование продлится до 31 мая. Дана Плиева, Сулейман Костоев. Новости 24.